Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Ваш загаданный мужчина. Чего вам от него ждать? Его следующие действия к вам. Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину, и пусть нужная и важная информация вас, дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Что-то буква перевернутая. Так. А смотрите, мужчина, который вами был загадан, считает, что у вас все хорошо, что у вас полноценные, нормальные, адекватные отношения. Видите, он показывает, что он вас на руках держит. Ну, типа, это моя женщина, да, я ее мужчина, я за нее отвечаю, мы друг друга любим, типа, она моя, а я ее. У нас все хорошо. И еще и показывает безоблачное небо над головой. То есть он считает, что у вас с ним все хорошо. Прям уверен, что все замечательно. Конечно, вы за последнее время как-то немножко к нему изменились, но он это списывает на вашу усталость, либо загрузку на работе, либо какую-то домашнюю рутину, может быть, даже списывает на, там, не знаю, ПМС. Да. У нее типа ПМС, поэтому она так себя ведет. Ничего он такого не видит криминального, не видит никаких основных таких проблем. А вот с вашей стороны показано, что вы себя чувствуете птичкой в клетке, что вот как холодно, одиноко, закрыто. Может, вам внимания этот мужчина недостаточно уделяет. То есть ему достаточно, а вам недостаточно. Для него все ясно и понятно, что вы вместе, вы движетесь в счастливое будущее, а для вас, например, ничего не ясно и ничего не понятно. Возможно, вот эта неопределенность для вас, мои дорогие девушки, и является той причиной, почему вы пришли на эту отсыпку. Возможно, вам кажется, что у вас все плохо, возможно, вам кажется, что мужчина потерял к вам интерес, либо у мужчины какие-то другие интересы в жизни появились. Но нет, я такого не вижу. Не вижу. Единственное, что вижу, что, скорее всего, он вам мало внимания уделяет, либо позволяет себе какие-то вещи, которые вас, например, задевают и обижают. Ну, допустим, он может пойти гулять с друзьями, он может задерживаться на работе, либо он может отсутствовать, а потом как будто бы ничего и не было, появляться и а что случилось? Да, я был занят, у меня были дела. Но у него и правда очень много дел, особенно вот какие-то проекты, какие-то идеи. Ему хочется заработать много денег, ему хочется развернуть свою жизнь к успеху, к богатству, каким-то, знаете, вот таким достижениям, карьерным совершениям. В общем, одним словом, ему хочется больше денег, да? И он постоянно вот в каких-то поездках, общении, там, ищет людей, с кем можно посодействовать, посотрудничать, благодаря кому можно продвинуться. Может быть, он вам этого не говорит, либо как-то говорит сквозь, а может быть, он считает, что вы типа сами, умная женщина должна догадаться, что я типа в делах, в работе, что деньги нужны на там, совместную жизнь, на свадьбу, на будущее, там, не знаю, на семью, если вы уже вместе с ним. То есть вы уже муж и жена. Он такой, знаете, как деловая колбаса, да, крутится, вертится, хочет все и сразу, и на меньшее он не согласен, но, в принципе, имеет право, да, каждый хочет быть успешным и богатым, и тем более я вижу его амбиции, да, амбиции там прям серьезные, почему бы и нет, это неплохо, да, это не какой-то изъян. Да, возможно, он карьерист, да, возможно, он действительно хочет стать богачом. Но опять же, это же неплохо, да. Он же не хочет стать каким-нибудь там отбросом, либо асоциальным элементом. Нет.
Тут как бы в принципе у него идеи хорошие. Ну, понятно, что требуется время, требуются связи, общение требуется. И да, он отдает предпочтение именно тому, чтобы сейчас на ноги встать. Но опять же, на ноги встать ему нужно не только для себя, но и для вас. Для того, чтобы дать вам красивую жизнь, красивый отдых, красивые подарки дорогие. Для этого он это все делает. А вам как будто бы не хватает внимания, как будто бы вы чувствуете себя оставленной, одинокой. Мужчина, который, ну, типа, якобы, да, в ваших глазах, но опять же, да, в принципе, это не только в ваших глазах, в принципе, с его поведения понятно, он живет как будто бы сам для себя, либо думает только лишь о своих интересах, а вас он немножечко как игнорирует, да. Возможно, вам нужна помощь, а его нет. Там, да, кран потек, а мужа нет. Нужно вызывать этого мужа на час, который деньги берет за то, чтобы кран починить. Либо вам нужно куда-то поехать, и он занят вечно, он не может вас отвезти, там, привезти, встретить. У кого-то может еще отыграться история, что мужчина действительно как-то в поездках все время находится, да? А вы как соломенная вдова, вроде как и с мужчиной, но и без. То есть он там уехал в рейс, и его нету дней 5-10, да? А вы сама по себе, сама решаете проблемы. А если еще это ваш муж, ой, ну не сладко вам, девочки, да, не сладко, потому что сама себе, сама за себя, если еще и дети есть, то это очень тяжело, да. Ну а толку, что он эти деньги привозит? Вам же, ну, мужчина нужен, да, в первую очередь. Защитник, помощник, ну, вообще любимый человек рядом, вам холодно по ночам. Что за дела такие? Знаете, вот мне кажется, что вы друг друга то ли не понимаете, то ли между вами действительно есть какие-то, блоки, да, которые вы не проговариваете. Может, вы такая девушка деликатная, вы не говорите, чего хотите, да, вы, ну, типа, догадайся, да, ты же мужчина, ты догадайся. Но мужчины, они недогадливые на самом деле, они очень прямые, и им прям в лоб нужно говорить, чтобы он понял. Потому что как ему кажется, вас все устраивает, да, и он там типа старается. Когда есть свободное время, конечно же, он там вам уделяет. Ну а то, что вам этого мало, да, и вы хотите совершенно других отношений, но об этом нужно говорить, мои хорошие, обязательно нужно говорить. И если вы подозреваете, что у него какая-то другая женщина есть, нет, он в основном с мужчинами. Не просто в основном, постоянно с мужчинами в контакте находится. Понятно, что мужчины разные бывают. Многие там и действительно гулящие. Может, он посещает какие-то там сауны, где есть девушки с низкой социальной ответственностью. Но, опять же, он к ним не притрагивается. Он у вас, кстати, очень брезгливый персонаж. Да? Он, ну, то ли знает такие истории, то ли, мало ли, там с детства его так приучили. Он брезгует на самом-то деле, брезгует, да. Поэтому я не вижу, чтобы он вам изменял. Если вы смотрите на чужого мужа, на чужого, то там, скорее всего, в семье какие-то есть проблемы, именно финансового толка. И мужчине нужно заработать денег побольше, да, чтобы эти проблемы порешать. А что касается вас, ну вы его муза, вы его отдушина. И для него как будто бы вопрос уже решен, да, что он ваш мужчина, и он с вами будет. Может быть, он вам об этом говорил, но как-то говорил неуверенно, и вы там не особо впечатлились. А может быть, он и не говорил, да, может, он считает, что и так понятно, раз я с тобой, да, у нас с тобой отношения, то как бы и не надо во мне сомневаться. То есть, если бы я не хотела быть с тобой, я бы с тобой не был, да. Но как-то, да, вы друг друга не понимаете, как будто бы вы из разных этих стран, да, на разных языках говорите, ну, либо с разных планет. Странная, конечно, ситуация. Это какой-то кризис у вас в отношениях. Да, бывают же кризисы. И даже в самых счастливых отношениях бывают кризисы. Вот, скорее всего, вот вы этот кризис и проходите. Сейчас я еще на картах посмотрю, потому что я ничего плохого не вижу. Буква А перевернутая. То есть мужчину все устраивает. Мужчина считает, что у вас стабильные, прочные отношения, как хорошие, здоровые отношения. То есть что-то менять, что-то изменять он точно не будет. Ну, если вас не устраивает, девочки, ну вы тогда должны все честно ему рассказать.
не утаивать, не надеяться на то, что он сам догадается. Нет, он никогда не догадается. Тут прям в лоб надо говорить. И чем ярче вы ему это скажете, вот прям, знаете, прямым текстом, да, хотите маты добавьте, ну, чтобы акценты подчеркнуть. Но так и нет, не поймет. Сейчас я еще хочу посмотреть. Нет, видите, мой дом, моя крепость. Да, он в разъездах, но он всегда возвращается, мне идет. Он вас видит своей семьей, либо очень верит, надеется на то, что вот денег заработаю, куплю дом, либо квартиру, да, мы там съедем, переедем, там ремонт сделаем, и у нас будет семья, его дом, его крепость. И как бы вы его крепость тоже сами по себе, потому что вы его стимул. А благодаря вам он движется вперед, он там старается, работает, напрягается. Когда ему тяжело, не сдается, руки не опускает. Вот самые там тяжелые моменты, стрессовые моменты, он всегда старается думать о вас. Скорее всего, там есть фоточка ваша, либо ваша общая, и он всегда на нее смотрит, и это придает ему силу. Уезжая, всегда возвращается. Ну, вот как бы такая история. Да, скорее всего, вам не хватает романтики, его не хватает, и вы чувствуете, что он со всеми, но не с вами. Но опять же, девочки, это такая жизнь, такой ритм жизни, деньги с неба не падают, к сожалению, там на деревьях не растут, не пойдешь и не насобираешь себе там пару сотен тысяч, к сожалению, да. Нужно крутиться, вертеться, время неспокойное, там во всем мире очень такие нехорошие события происходят. Ну, не знаю, почему вы так про него думаете. Карты, ну вот опять вы его крепость. Он будет даже бороться, да, защищать. Он считает, что все стабильно у вас. Вот на мечту какую-то собирает, мне идет. Скорее всего, либо дом хочет купить, либо квартиру, либо, ну, может готовиться к какому-то отъезду, переезду, чтобы с вами поехать комфортно, чтобы не было там каких-то особых серьезных проблем. Не знаю, не вижу. Вот не вижу и все. Его все устраивает, а вас нет. Хорошо, что с вами? Давайте вас тогда посмотрим. Вам явно чего-то не хватает. И явно вы, ну, как-то вот на него смотрите, и не нравится вам это все. Ну да, скорее всего, потому что он постоянно где-то, а вам кажется, что вы друг от друга отдаляетесь, что он вам в чем-то врет, что-то от вас скрывает, что есть какой-то подвох, да, по мышам еще изменять может. У него как вторая семья где-то есть, да, ревность вот идет какая-то. Так, почему это все происходит? Давайте разбираться теперь с этим. Странно. Ну вот с его стороны, смотрите, какие идеальные чистые картинки, а с вашей прям вот все такое напутанное, запутанное, страшно, холодно, неприятно, тяжело, да, вот вообще непонятно что. Ну, вам кажется, что вы его теряете, что он интерес потерял. Вы, может, не знаю, сериалов обсмотрелись, что каких-то женщин наслушались. Может, у вас какая-то родовая программа есть, да? Может, пока нет официального этого штампа в паспорте, вы так себя чувствуете. А если есть, то вам кажется, что вот там все и рухнет, и вам кажется, что он что-то серьезное от вас скрывает, да, и не додает вам внимания, вам от этого холодно. Хорошо, давайте посмотрим, а поменяется ли что-то между вами? Можно ли что-то между вами поменять? Так, вопрос зададим. Можно ли что-то поменять между вами? Да что ж такое, а? Как бы ни мешало, все равно одни и те же карты выходят. Ну, можно выйти, можно. Просто вам нужно по-другому к нему относиться и по-другому посмотреть на то, что между вами происходит. И нельзя молчать о своих желаниях, как я уже говорила. А еще вам нужно найти какой-то другой интерес в жизни. Не полностью вот фокусироваться на мужчине, на то, что там у вас с ним происходит, а какое-то увлечение, заниматься собой, не знаю, заняться спортом, может быть, какое-то творчество,
учеба какая-то, да, больше, наверное, своей жизнью жить, да, дайте ему возможность карьеру, бизнес поднимать, деньги зарабатывать, а сами в это время найдите себе тоже какую-то отдушину. Ну, потому что вы слишком сильно на него сфокусировались, и из-за этого, да, вам его не хватает, потому что вы только им живете. Ну, это звучит, конечно, не очень хорошо, но вот правда, только им живете. Смотрите, чего от него ждать? Ну, ждите, что он приедет, ждите, что вы куда-то вместе пойдете, хорошо время проведете, еще о чем-то говорить будете важном. Мужчине есть что вам сказать, либо что-то будет вам предлагать, может быть, в чем-то признаваться. Но это не какие-то там измены, не давай расстанемся. Нет, это что-то хорошее. Видите, вот они, ваши встречи, общение, куда-то вы вместе пойдете, что-то вместе будете делать. И он что-то вам будет говорить, дарить, я не знаю, там, целовать, обнимать, что-то у вас спрашивать. Девочки, не знаю, мне кажется, что вы сильно себя накручиваете. И, возможно, кстати, да, вам нужно почитать какую-то психологическую литературу, и, опять же, по возможности, и, ну, если есть, да, такая возможность, обратиться, допустим, к психотерапевту, да, к психологу. Поговорите с кем-то об этом, проговорите свои страхи, свои переживания. Если вам сложно говорить с вашим мужчиной, ну, тогда напишите ему письмо. Да, там смс-ку вы напишите, электронное письмо напишите. Ну, есть же вариантики, да. Не надо так в себе закрываться, и не нужно себя накручивать. Вы накручиваете, реально накручиваете. Он такой, какой он есть, понимаете? Ну, вы же видели, какой он. Может быть, да, в начале ваших отношений у вас было больше близости, было больше времени вместе, но, девочки, кушать ведь тоже надо, и денежка нужна. Вы же сами понимаете, да, все взросленькие. Поговорите, опишите свои страхи, свои переживания, напишите, чего вы хотите, да, как вы видите отношения с ним. Опишите то, что было бы для вас максимально приятно, да, вот как вы видите отношения и чего вы от этих отношений хотите. Старайтесь находить какие-то точки, да, общие. И, возможно, да, вы научите мужчину, как ему себя с вами вести, как изменить ваши отношения в лучшую сторону. Главное, не опускайте руки и выходите из этого морока, в котором вы очутились. Этот морок, он поглощает, он в депрессию тянет. Зачем вам это нужно? Смотрите, скоро весна, там, солнышко, можно одевать летние наряды, там, ходить гулять, там, в отпуск ехать. Да? Подумайте об этом. И это хорошие отношения, мужчина очень серьезно относится. Просто, да, у всех бывают кризисы, и, да, мужчины и женщины по-разному воспринимают отношения. Просто поговорите, не накручивайте себя и не слушайте всяких злонамеренных подруг. Вы знаете, даже самые вот такие, кажется, преданные подруги лучшие тоже могут завидовать, потому что у них нет такого мужчины, как у вас. И засирать, извините, вам голову всякими подозрительными мнениями и прочими неприятными вещами. Вот. Держитесь этого мужчины. Мужчина хороший. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.